Я ожидаю от соперника очень серьезная команда, молодая, как наша команда. История не очень длинная на поле, команда выглядит очень хорошо. Агрессивный футбол играет, заступающий РФС, атакующий, прессингующий футбол. На это мы готовились, мы смотрели предыдущие две игры, где через Фаерские островы прошли, и команда много голов забивала, тоже получила, но что мне понравилось на команде, играет очень высокий и агрессивный футбол. Движение и как организация команды соперника очень хорошая. Я ожидаю хороший футбол, мне удовольствие получаю из моей команды. Наша команда очень молодая в мире и в европейском футболе не выступала только и набирает опыт только сейчас. Но я надеюсь, завтра будем видеть хороший футбол и с нашей стороны, и стороны соперника. Не ожидаю легкую игру. Соперник, я уже повторяюсь, играет высокий прессинг и хорошие стандартные ситуации у него. Мы на этом готовились. Надеюсь, будет хорошая игра и наконец и будет хороший результат для нас. Я ожидаю, вопрос был, что ожидаю от завтрашней игры. У меня то же самое желание, чтобы самое идеальное, как бы команда моя победила. Но не ожидаю нелегкую игру. Самое лучшее бы было для нас первую игру победить или ничью сыграть, чтобы были хорошие шансы на выход, на ответную игру дома в Хангарии. Это был вопрос журналисту из Венгрии. Вопрос был, что ожидаю от завтрашней игры, какая сила соперника в сравнении раньше, что с финской командой сыграли. Я ожидаю тяжелую игру. Для меня команда РФС очень сильная команда, играет агрессивный футбол. С этим высоким нападением неудобно никакой команде. То значит, готовились на высокий прессинг и хорошие стандартные ситуации. Но тоже получают, как забивают много голов, и штандаре тоже получили много голов. Мы готовились на этой ситуации. Я надеюсь, хорошо приготовились, но завтра все покажет поле и игра. Вопрос был, что соперник нас, РФС ваши, сравнали нашу игру или команду как Партизан Белград. Стиль или тип команды. Для меня это очень большой респект и спасибо за это, большое уважение и узнание. Я надеюсь, все покажет игра завтра на поле, и это хорошо для моих игроков, которые каждым днем и месяцем работали жестко, чтобы попали в конференцию лигу. Но я надеюсь, и так все покажет завтрашняя игра на поле. Какую игру ожидаю завтра. Завтра хочу, тоже у нас две игры разные были. На выходе много шансов мы приготовили, но не забивали. Попали первый гол, проигрывали 1-0. После этого мы вернулись в игру. Вторую игру у нас была чуть другая тактика, больше защищались и играли на контратаки дома, где мы победили. Что ожидаю завтра. Хотел бы так играть, чтобы мы не получили голи, чтобы наша ситуация на другую игру была хорошая, или выход на другую игру была такая, чтобы мы могли пройти дальше. В Венгрии сезон еще не начался, а в Латвии сезон идет с весны. Это может быть преимущество для команды? Конечно, 100%. Мы смотрели игры, не только одну-две игры, просто следили за чемпионатом и за все игры. Это очень большой плюс для домашних, за РФС. Я этот беру как большой плюс для домашних. Но я надеюсь, что моя команда хорошо приготовилась на эту игру и не будет разницы в этом. Но это большой плюс, большая помощь для домашних. Можете кого-то индивидуально выделить в команде РФС, кого больше всего опасаетесь? Отлично работает нападающий игрок, myslím, сербский игрок. Да, у него хороший корпус работает, головой отлично играет. Я бы так сказал, в системе, в которой команда играет, очень хорошая. Или игроки друг друга понимают. Как в организации, как и насадении. Я смотрел последнюю игру, где команда 4-2 победила пред длительное время. То же самое играли первые минуты, как в последних минутах. Команда физически хорошая, наверное, приготовлена. Я соперника сравниваю так, что хорошо приготовлена на конференčnú ligu.
Či готовлю замены в стартовный состав или как травмированные игроки. У нас Балута вернулся в команду и Дайч, но у них только одна тренировка была вчера. На скамейку будут готовы и может быть там минут 10-15 могут готовы наступить или на замену выходить. И чи будут у нас замены в состав стартовый, посмотрим, какой-то мелочи будут, но совсем можно 1-2 человека будут разницы, что в предыдущих играх были.